Таджикистан. Как украсть грант 120 тысяч долларов. Инструкция от Государственного комитета по делам молодежи. Недавно мы рассказывали о том, что Глобальный фонд выявил в Кыргызстане растрату в 120 тысяч долларов из средств, полученных на медицинские реформы. Практически аналогичная схема хищения грантовых средств теперь скрылась уже в Таджикистане. Радио Азади сообщает, что аудиторы того же Глобального фонда после проверки отчетности по реализации проекта в сфере борьбы со СПИДом выявили приписки со стороны чиновников на 117 тысяч долларов. Международные доноры уже потребовали от Таджикистана вернуть похищенные средства, а Комитет по делам молодежи, спорта и туризма внесен в черный список и лишен права получать помощь в будущем. По данным аудиторов, часть отчетности была подделана. Так, организация, выигравшая проект у молодежного комитета, закупила 127 DVD-плееров. Комитет же отчитался за 232, тоже и с другими приобретенными в рамках проекта вещами. Как стало известно, нарушения начались еще тогда, когда был проведен безальтернативный тендер на исполнение проекта, а якобы выигравшая его компания даже не имела собственного адреса и некоторое время располагалась в здании самого госучреждения. Однако и это не все. Оказалось, что координатор программ помощи из комитета работал ранее бухгалтером в той самой компании. В прошлом, рассказывая о распиливании грантов в Кыргызстане, мы спросили у кыргызского эксперта, у всех ли международных грантов в республике такая же судьба, или это уникальный случай и сколько процентов от международной помощи после рук чиновников все-таки доходит до цели. Эти же вопросы мы адресуем руководителю общественного объединения «Перспектива Плюс», таджикской правозащитнице Ойнихол Бабаназаровой. Дело в том, что, например, этот факт для меня не новость. Многие международные организации, даже местные организации признают, что Таджикистан является очень коррумпированный режим. И то, что если бы не было этого коррупции в этом комитете, я бы удивился. Поэтому для меня это не новость. Да, к сожалению, мы находимся, как говорится, почти впереди всей планеты по коррупции. И вся система, и вот ежегодно агентство по борьбе с коррупцией дает информацию, например, Министерство образования, Министерство здравоохранения, они вот занимают самые первые места. Тем временем история убийства таджикистанца Камилджона Хамдамова в Московской области начала обрастать новыми подробностями. Накануне пресс-секретарь посольства Таджикистана в России в своем видеообращении полностью опроверг националистический мотив убийства и пояснил, что никакого отрезания головы мигранту, как было указано некоторыми СМИ, не было, а убийство произошло в ходе банальной бытовой пьянки. Наши сотрудники встретились со старшим следователем Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ивашкиным, который предоставил достоверные факты. Так он сообщил, что убийство было совершено в ночь с 3 на 4 мая в Московской области. Выяснено, что убийство произошло не на национальной почве и не со стороны скинхедов. Также не соответствуют действительности слухи о том, что Хамдамову отсекли голову. На самом деле убийство совершено на бытовой почве в результате распития алкоголя. Пьяный приятель Хамдамова во время спора за Дастарханом отверткой ударил его в шею, а затем нанес ножевое ранение. Данный инцидент находится под контролем посла Таджикистана в РФ Имамуддина Саторова. И мы требуем от российской стороны, чтобы виновный ответил перед законом.